первом семинаре, который посвящен Всемирному дню науки. Мы ведем прямую трансляцию открытой лекции во все муниципальные образования Республики Коми. Мы рады сегодня приветствовать вас, педагогов Республики Коми, обучающихся студентов, представителей опорного вуза Республики Коми. И мы очень рады, что в течение 2 дней мы вместе будем работать с Володиным Владимиром Витальевичем, профессором, доктором биологических наук, председателем Коми научного центра, заведующим лабораторией биохимии и биотехнологий Института биологии Коми научного центра Уральской академии наук, заслуженным работником Республики Коми. Уважаемые коллеги, я хочу поаплодировать вам, что вы сегодня нам такую возможность предоставили, и аудитория в полном вашем распоряжении. Спасибо большое. Вижу, лекция удалась, и аплодисменты получились раньше лекции. Это важно. Спасибо, удачи. Занимаю свое место. Уважаемые коллеги, действительно, 8 ноября мировая общественность будет отмечать Всемирный день науки. В канун этого события Коми научный центр, Министерство образования, науки и молодежной политики, Министерство промышленности, энергетики и природных ресурсов выступил вот с такой инициативой представить вам семинар-практикум по современным проблемам биотехнологии. Ну, почему именно такая тема выбрана? Ну, наверное, никому не секрет, что биотехнология стала одним из самых ведущих направлений научно-технического прогресса. Первое. Второе. Казалось бы, Республика Коми в основном добываем нефть, газ, транспортируем, леса заготавливаем. А биотехнология еще, наверное, какое-то время назад воспринималась о возможности развития этого направления биотехнологий, может быть, как шутка. Но на самом деле это не так. И у этой области и науки, и техники в Республике Коми есть своя предыстория, которую мы тоже услышим во время нашей лекции, семинара. Так, ну и, наверное, все-таки почему получилось, что именно мне выпало такое вот поручение сделать эту лекцию, закончив аспирантуру Московского университета в лаборатории молекулярной бионики. Я вернулся в Сыктывкар и с 1988 года работаю в Коми научном центре, когда удалось за это время организовать лабораторию биохимии и биотехнологии. И, собственно говоря, многие проблемы я расскажу вам не потому, что мне удалось найти интересный материал в книгах, в учебниках. Ну и почему среди инициаторов еще и Министерство промышленности оказалось? В 2012 году в России, в Российской Федерации была принята координационная программа развития биотехнологии. В 2012 году, напомню. А спустя буквально некоторое время при инициативе нашего научного центра, биотехнологов, работающих в нашем учреждении, мы обратились в Министерство экономического развития с инициативой сформировать концепцию развития биотехнологий в нашей республике. Инициатива была поддержана, и в апреле 2015 года такая концепция после достаточно такой проработки была принята как распоряжение правительства Республики Коми, а в прошлом году, в 2016 году, была принята дорожная карта по ее реализации. Итак, начинаем. Если спросить, ну, не только школьника, студента, но и жителей республики и, ну, вообще вот кому бы то либо мы не обратились, к знакомым, может, даже проживающим в других странах, и сказали: ты слышишь, что же такое биотехнология? Все скажут: да. Но если когда вот я начинаю курсы биотехнологии среди студентов, и вот так тоже при одобрении, что, конечно, мы слышали, а когда попросишь сказать определение биотехнологии, определить ее рамки, студенты теряются. Потому что вроде как что-то должно быть живое, что-то должно перерабатываться, что-то должно получаться, и почему-то овечка Долли перед глазами маячит. Давайте посмотрим действительно, как бы ни были
широки рамки этой области и науки, и техники, у нее есть свои ограничения. Давайте посмотрим на определение, которое в свое время дал академик Юрий Анатольевич Овчинников. Как биотехнологию определил как междисциплинарную область знаний, направленную на использование биологических процессов и агентов. Под биологическими агентами понимаются микроорганизмы, культуры клеток растений и животных, а также субклеточные или молекулярные структуры. Это прежде всего ферменты, белки, нуклеиновые кислоты. Скобка закрывается. Мы говорим о применении биологических агентов в промышленности, в сельском хозяйстве и медицине. Значит, вот определили. Поэтому вы сразу же можете сказать, ну вот, например, экстракция лекарственных растений. Биотехнология или нет? Вроде живое, вроде как можно отнести, нет. Потому что это уже мертвая субстанция. Мы биологические процессы и агенты должны прежде всего живое. Растительное сырье уже это именно предмет технологий растительного сырья или даже ближе к химической технологии. Вот сейчас говорят о биотопливе. Очень модно пелеты. Как вы думаете, биотехнологии или нет? Тоже нет, потому что здесь это уже переработка фактически древесины. А вот, например, получение быстрорастущих деревьев с помощью методов клеточной инженерии, да, вроде и там лес, и тут лес, потому что мы имеем дело с живым. Вот так можно определить, ну, уже на примерах, рамки. Определили рамки. В основе живой биологический агент. Какой агент? Определение нам подсказывает. Что же включает в себя по направлениям? Или еще точнее я скажу, в зависимости от того, какой биологический агент использован, можно выделить направление биотехнологии. Значит, вот перейдем к табличке «Современное направление биотехнологии». Но начнем так называемая старая биотехнология. Это не я так пренебрежительно говорю, это такой термин даже есть. Это микробиологический синтез. Когда мы будем говорить о в историческом аспекте развития биотехнологий, мы как раз разделим на этапы, и свое достойное место микробиологический синтез займет в биотехническом периоде становления этой отрасли производства и науки. А вот к современным относятся инженерная энзимология, клеточная инженерия, генная инженерия и нанобиотехнология. Нанобиотехнология я выделил красным цветом, потому что во многих учебниках, даже в некоторых учебниках я с собой захочу порекомендовать вам, мы не найдем этой области в учебниках, потому настолько быстрый темп развития биотехнологии, что еще не во все учебники вошла эта область науки на стыке биотехнологии и нанотехнологии. И, значит, вот впервые была отражена в докладе академика Арчакова как доктрина развития нанобиотехнологий. Мы поговорим об этом тоже в наших лекциях, семинарах. Ну вот, если я только назову, то будет непонятно. Останется у нас. Давайте попробуем раскрыть некоторые термины. Вот на самом деле, сделаю небольшое отступление. Назначение этой лекции, когда вот я действительно сам выступил с такой инициативой, выступить перед учителями, потому что разрыв между действительно успехом биотехнологии и образовательным процессом настолько возникает вот эта вот пропасть, которую даже трудно перепрыгнуть. И при этом мы не можем нагружать глубиной знаний, мы не можем нагружать школьную программу обилием фактов, которые действительно в достаточном количестве можно сейчас находить в ресурсах интернета и в других источниках. Но вот я действительно, цель, которую перед собой поставил, не удивить вас какими-то своими знаниями там, или достижениями лаборатории, которой я заведую, или действительно какими-то очень интересными, пусть даже многочисленными фактами, которые вы сами наверняка находите и в интернете, и в литературе, а действительно привести в систему знания об этой
области, междисциплинарной области, и хорошо распоряжаться определениями и терминами. И вот как раз мы уже дали определение, а определение позволяет нам самостоятельно, читая что-то, или документы какие-то, или научную литературу образовательную, мы можем ставить рамки. Рамки биотехнологий мы уже знаем. И вот теперь давайте тоже посмотрим, какие направления мы тоже уже перечислили. Давайте посмотрим. Инженерная энзимология. Или даже можно встретить в переводе с иностранного энзиматическая инженерия. То есть всякие виды инженерии вы увидите. Энзиматическая, клеточная, генная. Так вот, инженерная энзимология – это раздел биотехнологии, основанный на использовании каталитического действия ферментов. Вот посмотрите, как только я произнес слово «фермент», мы сразу с вами согласились, входит в биотехнология. Но, понятно, не только, значит, его раз фермент, значит, мы действительно находимся в разделе инженерной энзимологии. Энзим, фермент – это слова-синонимы. Но вот в определениях очень важны, вот действительно, очень много литературы, вот очень важно выбрать авторов, очень важно выбрать действительно через призму вашего уровня и квалификации среди множества, например, источников наиболее точные. И вот я вам хочу сказать, что действительно каждое слово в определениях, которые выверены уже временем, даже запятая, это очень важно. Посмотрите, там нет еще точки, там запятая. Вот посмотрите, дальше написано, главным образом в иммобилизованной форме. Значит, что это значит? Ферменты использовались давно. Даже тогда, когда люди еще не знали о существовании микроорганизмов и продуктов их метаболизма в форме ферментов. Но напрямую ферменты используют, конечно, использовали. Но это белки, как мы с вами знаем. Они чуть перегрели, денатурировались, чуть постоял там на открытом воздухе в растворе. Их погубила какая-то другая микрофлора, которая использовала их как питательный субстрат. И вот то, что мы... И поэтому прямое использование ферментов в биотехнологии, это значит в промышленных процессах, затруднительно. Поэтому, смотрите, после запятой главным образом в иммобилизованной форме. Иммобилизованный. Значит, мобилизация – это от слова движение, им – это отрицательная частица. Значит, получается, в обездвиженной виде. Что это значит? Это значит, что были разработаны различные методы, химические, ковалентные, физико-химические абсорбционные силы, для того, чтобы удержать ферменты на поверхности каких-то твердых носителей. Это могут минеральные амфициолиты, это могут быть ионообменные смолы, это могут быть гелевые желатиновые частицы, просто, например, механическим путем захвата в сетку геля. Или химически, как я уже говорил, связаны не только на гранулах, это могут быть и мобилизованные на поверхности мембран и так далее. Значит, что при этом получается? Смотрите, можно использовать промышленные реакторы проточного типа. Колонны можно использовать промышленные, набивать их гранулами, которые содержат ферменты, и можно проводить процессы в проточном режиме. Это намного дешевле, чем в замкнутых реакторах. Во-первых, это многократность использования катализатора, значит, экономическая выгода. Это достигается стабильность во времени этих катализаторов и так далее. То есть вот я затравку такую дал, дальше при необходимости вы можете об иммобилизации ферментов прочитать больше. Значит, видите, биотехнология, промышленная биотехнология, я уже назвал, существует 7 процессов участия иммобилизованных ферментов, которые уже начиная с конца 80-х годов были реализованы как крупномасштабные промышленные процессы. Я хочу назвать вам один из них. Это производство глюкозы-фруктозных сиропов или чистой фруктозы с использованием иммобилизованной глюкозы изомеразы. Значит, ну, в 2 словах, что сказать? Назначение глюкозы изомеразы. Это внутриклеточный фермент, который изомеризует глюкозу во фруктозу. Казалось бы, можно извлечь этот фермент, но и изомеризуй себе. Но при иммобилизации достигаются уже вот те преимущества, что позволяют в сутки получать сотни тонн глюкозофруктозного сиропа. То есть, видите, как экономика работает. Дальше. В промышленности это внутриклеточный фермент, я уже сказал. Чтобы достать его, тоже затраты нужны.
Поэтому в производстве глюкозы и фруктозных сиропов иногда используют целые мертвые клетки, но которые сохранили в своем составе нативную форму этого фермента. Поэтому в иммобилизованной форме могут использоваться не только ферменты, но и целые клетки. Для республики Коми вот среди направлений по инженерной энзимологии очень перспективным является процесс получения глюкозы ферментативным гидролизом целлюлозы, содержащего сырья. Значит, вот удивительно, что такое время. Когда создавали группу биотехнологии, и я уже назвал им, что закончил лабораторию молекулярной бионики, об этом мы еще будем говорить в разделе нанобиотехнологии, когда мы занимались ферментоподобным катализом вот, под руководством академика Кабанова. Конечно, вернувшись в Сыктывкар, это мой родной город, конечно, например, я мог бы остаться учеником своего научного руководителя академика Кабанова и продолжать работу в области молекулярной бионики, тогда так это направление называлось. Но перед нами, когда возникла задача создавать направление по биотехнологии, была поставлена, более заземленная задача. Мы республика, которая задыхается от отходов целлюлозосодержащего сырья прежде всего, и нам было предложено развивать биотехнологию в области биоконверсии лигноцеллюлозного сырья. Мы будем говорить о биоконверсии целлюлозы чуть позже, чтобы не повторяться, когда мы будем завтра говорить о направлениях развития биотехнологии Республики Коми, мы более подробно посвятим часть своего времени на раскрытие действительно сути технологии ферментативной гидролиза целлюлозы с помощью ферментов целлюлаз. Иммобилизованные ферменты активно применяются и в медицине. Это я студентам читал целую лекцию, а мы с вами просто запомним, что не только промышленно, но и в медицине, и при необходимости вы сможете уже в среде информации найти примеры. Следующее направление, которое было отмечено стрелками – клеточная инженерия. Клеточная инженерия. Термин употребляется как в узком значении, так и в широком смысле слова. Так же, как и сама биотехнология, возвращаясь назад, мы дали определение, которое действительно мы руководствуемся в России и в некоторых других странах, когда мы говорим о биотехнологии как определении. На самом деле, в некоторых развитых странах биотехнология отождествляется исключительно с генной инженерией. Поэтому мы с вами можем столкнуться в литературе, когда действительно говорится о биотехнологии, а по сути раскроется проблема генной инженерии. Знаете, что такой подход тоже возможен в некоторых развитых странах, но в России и в образовательном процессе мы используем термин биотехнология в широком значении, которое было на предыдущих слайдах. Так вот и клеточная инженерия тоже может использоваться определение в узком значении и в широком значении. В узком значении под клеточной инженерией понимается конструирование новых форм жизни путем гибридизации соматических клеток. Соматические клетки – это неполовые клетки или клетки тела, мы еще говорим. Значит, путем гибридизации соматических клеток или переноса клеточных органелл. В широком смысле слова сюда включаются и сами процессы культивирования растительных, животных клеток, млекопитающих или даже насекомых сейчас умеют культивировать. Сам процесс культивирования для каких-либо целей. Как для целей, например, для скрининга лекарств, препаратов, такие клеточные культуры используются млекопитающих. Например, это техника гибридом для получения моноклональных антител. Растительные клетки сами по себе могут культивироваться для того, чтобы, например, получать ценные биологически активные вещества, которые можно получать таким образом не только из интактных растений, но и биомассы клеток. Так, на слайде я как раз привел примеры клеточной инженерии в широком смысле слова. Это как раз гибридомы, это когда проводят слияние клеток, раковых клеток и лимфоцитов. И вот такие, значит, для получения моноклональных антител лимфоциты не живут долго в культуре.
И поэтому получать моноклональные антитела в таких клетках невозможно. А вот при такой подходе к клеточной инженерии получаются своего рода бессмертные клетки гибридомы, которые продуцируют моноклональные антитела, случаи, которые используются для целей афинной хроматографии и получения вакцин. Также поступают и с растениями. И в настоящее время получены соматические гибриды растений отдаленных видов. Это могут быть межвидовые гибриды, межродовые гибриды и даже межтрибные. Триба – это близкородственные рода, объединяются в систематике в трибы. Так, ну и значит, клеточную инженерию очень ярко иллюстрирует направление по клонированию животных. Когда в феврале 1997 года группа ученых из Ростовского института в Эдинбурге под руководством Яна Вилмота провели успешные эксперименты по клонированию овцы. Значит, посмотрите, мы о генной инженерии хотя не говорили, но в данном случае как раз нужно, не углубляясь в какие-то глубины этих направлений, точно провести черту генной и клеточной инженерии. Посмотрите, как таковой геном здесь не затрагивается. Это, значит, манипулирование, конечно, генетическим материалом, вот, но сам геном не затронут. Значит, посмотрю, ну, наверное, вы знаете, да, схему, можем ее не раскрывать, но сами знаете, что иллюстрирует, пластическая иллюстрация клеточной инженерии – это рождение овцы Долли. Когда используется в качестве генетического материала стволовые клетки или клетки молочной железы, значит, вот, одной породы овец и удаляют ядро, значит, извлекают ядро клетки, используют яйцеклетку овцы другой породы, ядро удаляют как раз, и происходит при слиянии клеток под действием электрических разрядов при слиянии, происходит образование гибридной клетки, которая, значит, по сути, это яйцеклетка, по которой несет генетический материал овцы, в данном случае породы Финдоса. Значит, ну и для того, чтобы продемонстрировать возможности клеточной инженерии, была взята овца третьей породы, которая фактически вынашивала овечку Долли, которая, значит, под действием, значит, определенных условий происходит внедрение генетического материала, значит, одной породы овцы, яйцеклетки другой породы. Значит, специальное воздействие, такой эмбрион начинает делиться и на ранних стадиях имплантируется, значит, овце реципиенту, где происходит развитие эмбриона, и таким образом была рождена овечка Долли породы Финдосы. То есть как раз геном здесь не затронут. Это действительно ярчайший пример возможностей клеточной инженерии. Клеточная инженерия растений. Клеточная инженерия растений очень ярко демонстрируется очень широко распространенным в настоящее время направлением по микроклональному размножению растений. Значит, вот иногда как-то вот, ну, ухватывает вот суть вот этих вот этой вот действительно возможности биотехнологии. Вроде действительно ничего особенного, генотип как раз сохраняется. Давайте посмотрим, вот в чем как раз вот это чудо клеточной инженерии в этом направлении. Я, значит, использовал очень простую схему. Исходное растение, у которого берется эксплант любой части, потенциально любой части растения, листа, корня, стебля, и проводится холодная стерилизация для того, чтобы клетки остались живыми. Здесь действительно вот иногда биотехнологии, даже вот в наших кругах научных, иногда расценивают как чисто такую, что ли, технологическую дисциплину, не научную. Но на самом деле вы видите, что это, наоборот, очень фундаментальная область знания. Другое дело, что цель и конечное ожидание от разработки биотехнологических должно быть практическое. То есть не какое-то отдаленное еще от практики знания,
а конкретное. И вот, например, микроклональное размножение растений основано на обнаруженном еще в начале 20 века явлении тотипатентности растительной клетки. Значит, кусочек экспланта растения переносится на питательную среду, агоризованную, то есть как желе застывшее, которое содержит все нужные питательные вещества, фитогормоны обязательно и витамины, специальные из прописи. И в таких условиях, в данном случае особенная роль растительным гормонам принадлежит, происходит дедифференциация клеток. Дедифференциация клеток, то есть клетки забывают, значит, в каком органе они выполняли свои функции, и происходит при дифференциации и делении таких дедифференцированных клеток. На чашках Петри можно увидеть такие образующиеся сгустки биомассы, которые уже не напоминают нам исходный лист или корень, из которого были взяты. И вот такая вот дедифференцированная масса клеток получила название каллуса или каллусной культуры. Далее, если такой каллусный, и вот посмотрите, вот явление тотипатентности растительной клетки, оно что говорит? Каждая клетка растения может дать начало целому организму. Вот мы сначала посмотрели по клеточной жизни животных, там проблема дифференцировки и дедифференциации стоит более жестко, чем у растений. И поэтому у млекопитающих, если клетка уже дифференцировалась, то ее вернуть в недифференцированное состояние практически во многих тканях невозможно. И вот там целое направление, которое зародилось и успешно развивается, это так называемая техника стволовых клеток. С растениями, казалось бы, и действительно экспериментально проще. Значит, вот дедифференцировкой иногда можно в литературе встретить как омоложение. Клетки забыли, кем они были. Если такую каллусную культуру перенести на другую питательную среду, не содержащую гормоны, и выставить на свет определенной интенсивности, то в силу тотипатентности растительной клетки, каждая клетка может дать начало целому организму. На этой стадии в науке теперь становится как бы сложнее, поэтому различные варианты могут происходить в клеточных культурах. Например, можно создать так условия, что возникнут так называемые морфогенные очаги или очаги морфогенных зон в каллусной культуре. И мы можем в таких очагах будет развиваться однополярная структура побег без корней. Могут возникать при других экспериментальных условиях образование эмбриоидов. Такой вид микроклонального размножения называется соматический эмбриогенез. Могут быть варианты прямого органогенеза. И вот чтобы не загромождать вас сейчас знаниями, мы говорим, что о системе знаний пока мы говорим. Иными словами, могут быть, самое главное запомнить, различные варианты регенерации растений из клеток. Значит, например, индукция побегообразования из каллусных культур, по-другому я назвал, там вот морфогенные очаги, по-другому сказать, индукция побегообразования в каллусных культурах. Такие побеги, которые не содержат корней, которые прямо находятся на наплывах вот этих каллусных культур, остающихся, в стерильных условиях, отделяют от каллусной культуры, переносят еще теперь, смотрите, на третью питательную среду. Это была гормональная среда, главным образом ауксины здесь играют роль, безгормональная среда и свет, регенерация растений, отделение побегов, перенос на среду опять с гормонами. Здесь опять очень важна ауксин, например, нафтилуксусная кислота. И такие побеги начинают ускоренно укореняться. Прямо вот на горизонтной среде. Это не все. Вот тут самое главное не забыть, где преимущество биотехнологии. Вы можете сказать, или учащиеся могут сказать, ну и что так долго, я взял там семена, бросил, и все выросло. Но вот, например, здесь получается
много моментов, которые нужно учитывать. Надо применять метод микроклонального размножения или не надо. Например, семена всхожи. Но, например, мы применим метод микроклонального размножения, когда, во-первых, нужно не просто массы получения рассады, но получить оздоровленный материал, освобожденный от вирусов. Безвирусный картофель в ботаническом саду, вы знаете, занимались много лет. Декоративное направление цветоводства получать безвирусную гвоздику, это более крупные декоративные формы цветов. Например, это могут быть семена, которые очень плохо всходят. Микроклональное размножение опять приходит на помощь. Например, вы, наверное, ходите и водите в лес на экскурсии своих учеников, показать, как растут орхидеи, например, башмачок и другие орхидные у нас есть. Но особенность этих семян такая, что огромное количество семян, но стоит только преодолеть какую-то степень их зрелости, они никогда не взойдут. Или взойдут с очень сложными стечением условий, где нужно и участие гриба, симбионта, и ферментов, которые разрушат частично оболочку и так далее. А вот микроклональное размножение может, используя незрелые семена орхидных, получать целое растение. И это направление связано, например, с реинтродукцией редких растений. Это было небольшое отвлечение. Я хотел сказать о преимуществах, таких самых существенных преимуществах микроклонального размножения. Вот о чем идет речь. Посмотрите, но фактически мы говорим тотипотентность растительной клетки. Но по сути мы же не получим бесконечное число побегов. Это все будут какие-то штучные побеги. И штучно человек вот в стерильном боксе их отделит и посадит на среду. Значит, так вот, прежде чем укоренить вот это вот степень, видите, вот она, есть стадия мультипликации. Опять нужна, значит, для укоренения нужна среда с нафтиусной кислотой или с ауксинами, а среда для мультипликации требует пониженное количество ауксинов и повышенное цитокининов. Значит, вот, знаете, типы гормонов, наверное, помните, да? Так вот, посмотрите вот на вот эти вот лохмотья, фактически, вот, которые вот здесь на фотографии показаны. Значит, чем выше доля цитокининов, тем больше число боковых побегов на единичном побеге образуется. И поэтому получается, смотрите, вот эту вот стадию мультипликации, укоренения можно проводить многократно. Значит, вот это вот коэффициент мультипликации может быть очень высоким. Вот посмотрите, он считается числом побегов на единичном побеге, который вот мы отделили от калсной культуры. Тут, например, вот смотрите, вот здесь увеличение ауксинов вот, по координату, а здесь увеличение цитокининов. Так вот, находится некий оптимум такой, чтобы растения были, значит, оздоровленные побеги были действительно, и число побегов их было максимально. И выбирают какую-то концентрацию, которая наиболее приемлема для исследователя. А затем уже каждый побег снова отделяется и отправляется на среду с укоренением. И вот эта стадия, значит, вот, отделения снова, значит, бокового черенкования вот такого с мультипликацией, уже не проводя вот эту стадию, на стадии мультипликации укоренения можно получать очень большое количество посадочного материала. Вот в этом заключается наибольшие такие преимущества уже, ну что ли, экономические преимущества микроклонального размножения как одного из разделов клеточной инженерии растений. Будет неправильно, если я не скажу об клеточной инженерии в широком смысле слова. Значит, помните, в широком смысле слова мы говорим само культивирование клеток растений и животных. Действительно, можно культивировать, получив калусную культуру. Можно также, варьируя состав питательных сред, можно получать постоянно их множить, эту калусную культуру, добиваться стабильных характеристик роста, а самое главное биосинтеза нужных продуктов. Сама по себе нам ткань, ведь не нужна такая калусная ткань. Очень хорошо было проиллюстрирована возможность применения калусных культур клеток применительно к лекарству растений. И к сегодняшнему дню в Институте физиологии растений, с которым мы очень хорошо сотрудничаем, там есть банк, всероссийская коллекция клеточных культур, куда исследователи сдают свои клеточные культуры на хранение, чтобы не были утрачены эти уникальные
объекты, которые сохраняют не только способность к росту, но и биосинтезу тех лекарств и субстанций, ради чего это растение и называется лекарственным. Значит, такие исследования проводятся в нашей лаборатории и по микробиологии размножения, и по получению ценных биологически активных веществ не только в каллусных культурах, но если поместить каллус на жидкую питательную среду, то открывается возможность их получать не только в каких-то лабораторных колбах, но вот такие суспензионные культуры, которые получили название суспензионных в жидкой культуре, они поддаются промышленному масштабированию, и как и микробиальные клетки, например, клетки низших грибов для получения пенициллина или других антибиотиков, можно использовать в промышленности для получения большого количества биомассы. И Советский Союз на исходе своего существования добился очень высоких результатов по получению биомассы клеток в ферментерах, в суспензионных культурах. Это на клетках женьшеня. Даже у наших соседей кировчан в городе Омутнинске на биохимическом заводе очень красивая, замечательная установка, я ее видел лично, по получению экстрактов клеточной культуры женьшеня вот методом клеточной инженерии, путем культивирования самих клеток растений. У нас с вами по 40 минут, вот когда мы говорим 2 часа, на самом деле, вы ведь учителя, и мы понимаем, что это по 40 минут, это вы не устанете. Может быть, жарковато немножко, но как-то, может быть, я не знаю, как быть, может, просто дверь открыть. Ну, подумайте сами. И я заодно вас прошу, хотя идет онлайн-трансляция и в районы, но отвлечемся, нам все-таки тут находиться. Будем ли мы делать маленький перерыв, или вы выдержите вот эти 80 минут? Выдержим, да? А там я уже, наоборот, сам могу задержаться и на совещании буду убегать. Ну вот, давайте тогда, раз получилась такая пауза, давайте мы посмотрим, что мы уже знаем с вами. Итак, цель лекции, семинара – это не поразить друг друга глубиной знаний, знанием какого-то фактологического, каких-то ярких примеров. Наша задача – привести эту междисциплинарную, очень широкую область в систему знаний, для того, чтобы самому ее все время удерживать и помогать учащимся действительно вот ты вот здесь находишь биотехнологии, вот здесь, чтобы как-то вот это направление не было размыто. И мы уже знаем об определении биотехнологии в узком значении слова, как техника рекомбинантной ДНК, которая прижилась на Западе, и в широком смысле, как междисциплинарная область науки, использующая биологические агенты, а именно ферменты, нуклеиновые кислоты, клетки микроорганизмов, вирусов, а также клетки растений и животных в производственных процессах и в медицине, но и в сельском хозяйстве, не забыть. Значит, вот в широком смысле слова. Значит, рамки поэтому определили, и мы уже знаем, что, например, это не биотехнология, а вот это действительно биотехнология. Вот, и мы уже знаем, что иммобилизуем ферменты, да, биотехнология, овечка Долли, да, биотехнология. И поэтому мы с вами успели, значит, раскрыть сущность инженерной энзимологии и клеточной инженерии, как двух современных направлений, имея в виду, что еще есть микробиологический синтез как направление старой биотехнологии, о которой мы еще чуть впереди поговорим, когда будем говорить об истории развития биотехнологий. Поэтому, значит, отступив назад, двигаемся дальше. Следующее направление – генная инженерия. Успехи генной инженерии настолько очевидны, что я сделал для себя вывод, что не буду вот на данном этапе приводить вам те многочисленные успешные примеры получения трансгенных животных, микроорганизмов и растений. Наша задача, вы помните, суть знания в системе. Значит, система начинается с определения. Под генной инженерией понимается совокупность методов и технологий получения рекомбинантов РНК и ДНК. То есть все определения очень простые, но при этом мы с вами сказали, что мы будем такие определения в литературе учить выбирать, в которых каждая запятая имеет важное значение, поэтому и тут запятая есть. Значит, в принципе, иногда действительно можно ограничиться. Техника рекомбинанта ДНК, все можно сказать. Но давайте добавим по выделению генов из организма, введению в другие организмы. И очень важно, что успех генной инженерии должен действительно быть не только эти два ключевые, значит, этапа,
но в результате должна быть достигнута их экспрессия в том организме, в который, значит, этот трансген был введен, и он должен сохраниться и у потомства. То есть вот экспрессия – это работа гена. Работа гена в чем заключается? Один ген, ну, грубо говоря, определение такое достаточно грубое, один ген, один белок. То есть надо, чтобы не просто клонировать ген, а чтобы ген работал, то есть продуцировал то нужный белок, ради чего мы и затеяли эти манипуляции. Получение трансгенных организмов с уникальными признаками делает это направление стратегическим. И вот тут вот я вас очень прошу, мы к вопросу биобезопасности подойдем, но уже на этом этапе вот этого определения, когда мы говорим, что это стратегическое, на самом деле я вас очень прошу помнить, что чем более стратегические результаты получаются, чем направление становится, значит, стратегическим, тем больше их шума в обществе, который инициируется различными силами. И поэтому прежде чем, и вот назначение нашего курса тоже в этом состоит, прежде чем встать на ту или иную позицию, ну условно, пришла соседка и сказала: ты на тот рынок не ходи, там такие твердые помидоры, наверное, они трансгенные. Вот, а вовсе они не трансгенные, а просто сорт такой, значит, это получит традиционными лёжки. И поэтому, значит, вот как раз задача, я это когда писал преамбулу к нашей лекции, семинаре, мы должны дать и себе, не позволить себя дезомбировать, и мы должны и не менторствовать перед нашими учениками, мы должны дать свободу выбора в точках зрения или даже в выборе продуктов, которые мы хотим купить, но, опять запятая есть, основанная на знаниях. И вот назначение это вот действительно дать вот эту систему знаний прежде всего, а потом уже мы фактологией себя как хочешь нагрузим и выразим по этому мнению то или иное суждение. Говоря, значит, ну вот одну схему мы в данном разделе покажем, так как мы показали овечку Долли, мы показали действительно схему микроклонального размножения или получили лекарственные субстанции при культивировании дедифференцированных растительных клеток. Мы тоже здесь покажем, значит, пока одну единственную схему. На схеме указано, значит, донорный организм, донорная ДНК и нужная последовательность, которую мы отождествляем с тем геном, который мы хотим клонировать в другой организм ради признака, который этот ген несет. Значит, наука развивалась в данном случае ведь тоже не быстро. С 1972 года. В 1972 году была получена первая химерная вот эта вот ДНК. Значит, это были найденные ферменты, которые нарезали РНК и ДНК, значит, рестриктазы. Это и подбирались нужные векторы. То есть сам по себе как-то этот ген выстроишь. То есть нужны векторы или системы транспортировки этого гена в организм, в геном, значит, уже хозяина, организма хозяина. И вот эта схема как раз действительно всего-то и заключает в себе, видите, несколько этапов, на самом деле, за этими этапами стоят десятилетия, ну и поколения ученых, и немалое их количество. Итак, донорная ДНК, нужна последовательность, клонирующий вектор. Векторная ДНК соединяется с правильным ДНК или целевым геном. И дальше эта конструкция идет в клетку хозяина, но самое главное, нужно добиться, чтобы этот ген, не только мы убедились и доказали экспериментально, что ген сидит, нужно добиться экспрессии этого гена в клетках или в организме хозяина. Ну и, например, даже и такой момент, при встраивании нужного гена, как распознать, какие клетки несут трансген, которые не несут, потому что не стопроцентное идет попадание, и поэтому, значит, как правило, еще, значит, получают реконструкции, так называемые чувствительные, ген чувствительность к антибиотикам. Клетки, которые, значит, не несут этот ген, они просто под действием антибиотика, они будут просто выведены из эксперимента, и мы будем дальше не делать только с нужными клетками, несущими этот вот
трансген. Я не мог допустить такой факт, хотя мы говорим, что меньше фактов, а больше системных знаний. Но я хочу вам сказать, что в Советском Союзе первым из академической элиты, кто поддержал развитие генной инженерии в нашей стране, был академик Баев, который возглавил эти исследования и до конца своей жизни возглавлял научный совет по биотехнологии. И вот факт, который действительно не хотел, чтобы вы знали, волей судьбы, гонимый сталинским режимом, это он по образованию военный врач, был репрессирован сталинским режимом сначала на Соловки, потом в Норильск. И в 1947 году, когда ему было разрешено выехать из Норильска, но города Ленинград и Москва были для него закрыты, он получил работу в коми-филиале Академии наук, тогда назывался так научный центр, и создал лабораторию биохимии. Значит, до 1949 года он находился в городе Сыктывкаре. И хотя наша лаборатория называется биохимией, биотехнологией, но вот такой вот, что ли, исторической преемственности той лаборатории, которую создал Баев, академик впоследствии, и нашей лаборатории нет, нам все равно очень важно и очень приятно, и мы стараемся тоже с достоинством нести вот это вот название лаборатории, зная, что такие люди, действительно величайшие фигуры советской науки, работали, не просто работали, но и возглавляли лабораторию вот с таким названием лаборатория биохимии. Вспоминаем таблицу современных направлений нанобиотехнологии. Значит, вот это направление, оно действительно еще не вошло во все учебники, но знакомиться с этим направлением можно. Выходят очень интересные книги. Во-первых, наши тоже вот элита научно выпустила такую вроде простенькую по издательству брошюру «Биотехнология. Взгляд в будущее. Первая половина 21 век», где можно прочитать о нанобиотехнологии. В среде интернет мы можем найти доктрину нанобиотехнологии академика Арчакова, главным образом касающуюся внедрения этой области в медицину. И вот я в Петербурге купил очень интересную книгу, где действительно очень много ярких примеров и даже интересных схем и рисунков, демонстрирующих успехи нанобиотехнологии. Значит, вот книга, которая так и называется «Нанобиотехнология. Необъятные перспективы развития». Опять нужно дать определение, потому что вроде как новая область, и опять она расползлась, и где ее границы. Поэтому дадим определение нанобиотехнологиям как область науки на стыке биотехнологии и нанотехнологии, изучающая воздействие наночастиц на живые системы. Вот опять запятая ведь. Смотрите, а также разработки способов моделирования и практического применения биологических наноструктур, наноявлений и нанопроцессов в медицине, биологии, экологии, сельскохозяйстве и так далее. Вот это запятая на почти что точка. Значит, на самом деле, вот здесь вот нанобиотехнологию, вот это определение вот в этом месте запятой делится на два практически тоже самостоятельных направления. И вот в книге автора Газета значит, дается значит, взгляд, он свой дает, что на стыке вот этих биотехнологии и нанотехнологии рождаются две науки, он говорит. Нанобиотехнология и бионанотехнология. Очень боюсь вас запутать. Давайте сделаем маленькую паузу, чтобы самому не запутаться. Вернемся к определению. Нанобиотехнология. Тяжело воспринимается, да? Устали? Что делать будем? Ну, давайте попробуем. Все-таки мне бы не хотелось, чтобы вот так, например, взяли и ушли с лекции. Давайте попробуем, поразбираемся. Ага. Вот, смотрите, если мы... Вот, нанотехнология, наноразмерность. Здесь есть тоже всякие придержки, но все-таки здесь есть и здравый смысл. Нанотехнология от единиц до сотен нанометров. Действительно, есть скачок изменения свойств. И вот на этом изменении свойств, перехода от макромира к микромиру, получается таким образом. Значит, наночастицы
определенным образом модифицируя, определенным образом нагружая чем-то таким загадочным, можно использовать в медицине каким образом? Например, сейчас уже не секрет, внедряются в практическую медицину магнитоуправляемые наночастицы, которые несут в себе лекарственный препарат, например, в зону атеросклероза конечностей. То есть они локализуются под действием магнитного поля там, где им надо быть, не разбиваясь по всему организму. Например, можно локализовать такие лекарственные препараты с участием наночастиц в зонах опухолей и так далее. То есть здесь это использование наночастиц, то есть в основе для чего-то в биологии и медицине. А бионанотехнология, посмотрите, и вот теперь я действительно сделаю паузу, потом мы сделаем с вами небольшой фильм, вы должны получить просто какое-то удовольствие от его просмотра. И вот посмотрите, я даже произнесу это медленно. Бионанотехнология основана на двух удивительных вещах. Вот оно называется узнавание и катализ. Еще раз произнесу. Узнавание и катализ. Или самосборка и реализация какой-то биологической функции. Вот это бионанотехнология. То есть мы моделируем живое, мы используем блоки живого на субклеточном уровне и тоже используем это в медицине, биотехнологии или где-то там, где это нам понадобится. Нанобиотехнология – это использование наночастиц. Они могут даже минерального строения, но для целей биотехнологии медицины биочипы, например, биосенсоры, вот это вот нанобиотехнология. А давайте сейчас, чтобы мне вас не убеждать, я сейчас попробую справиться и включу видеоклип. Если вы его видели, то вы мне дайте знать, и мы не будем его полностью просматривать, но не посмотреть в данном аспекте нельзя. Ага. И вот вы просто как заклинание говорите себе, это внутренняя жизнь клетки, это субклеточный уровень функционирования, но мультипликации, конечно. И вот посмотрите, узнавание и катализ. Вот даже горло перехватывает от этого безбрежного мира, который открывается фактически внутри клетки. Самосборка и биологическая функция. Давайте посмотрим. Самосборка. Здесь даны фрагменты биосинтеза белка, другие белки. Посмотрите элементы самосборки. Вот посмотрите, узнавание и катализ. Закрою, ладно? Тут еще хоть буквально несколько минут, но закрою, иначе мы не успеем. Так. Вот, ну я не знаю, как у вас, но просто даже дыхание перехватывает, когда мы еще действительно, теперь же вооруженные знаниями, которые передадим ученикам, мы действительно должны теперь применительно к бионанотехнологии
добавить, что именно вот эти процессы самосборки и реализации биологических функций действительно находят свое применение в реальных конструкциях, которые можно использовать в медицине, биотехнологии и в каких-то еще тонких направлениях науки и техники. Но с чего это начиналось? На самом деле, как мы покажем чуть позже, у биотехнологии есть своя предыстория, которая чуть не 1000 лет уже теперь можно сказать. Так и у бионанотехнологии тоже есть своя предыстория. Я уже вам, правда, сказал, но слово на другое. Вот, ну, просто как-то тоже так судьба сложилась. Я был обычный парень, который закончил наш университет, Сыктывкарскую школу 12-ю, приехал в МГУ, и меня определяют к академику Кабанову и попадаю в лабораторию молекулярной бионики, где занимались полиэлектролитными вакцинами, направлен транспортом лекарств в организме, где занимались моделированием фотосинтеза, ферментоподобным катализом. Вот работа моя была связана ближе с ферментоподобным катализом для использования в технике, вообще в нефтехимии. Некоторые аспекты вот, живого были заложены в такой катализатор. Но вот действительно я приведу пример, который был предложен, когда мы еще назвали это биомиметикой или молекулярной бионикой, теперь это вот другой термин, на примере иммунотоксинов особенных. Иммунотоксины нужны для того, чтобы убить раковую клетку, например. Для того, чтобы повысить специфичность такого токсина, было предложено использовать моноклональные антитела. Знакомый термин. Моноклональное тело узнает антиген нужной клетки, свяжется с ним и доставит токсин в эту клетку, и таким образом будет снижена токсичность этого токсина на организм в целом. А так и убить ведь можно. Но оказывается, что специфичность оказалась все-таки не слишком высока. И другие некоторые недостатки такой простой конструкции выявились. И вот мой научный руководитель, Александр Кабанов, я не участвую в этой разработке, но она осталась в памяти у меня навсегда. Когда вот это возникло направление по нанобиотехнологии, я, конечно, понял, что это имеет отношение к тому, о чем мы с вами говорили. Респекрины. Особенные респекрины. Основано действительно, посмотрите, ну вот опять вот это заклинание. Узнавание и реализация функции. Узнавание. Как это заложено? Вот посмотрите. Действительно, вот я должен быть все время около камеры. Меня Леня предупредил. Ну давайте все равно голос будет, наверное, слышен. Не так. Посмотрите, пожалуйста, верхний левый угол. Так условно показан токсин. Ой, я прошу прощения, с текущего слайда. Да, респекрин. Значит, вот таким вот прямоугольником указан сам токсин, у которого есть характерная группировка химическая, благодаря которому, значит, действительно он узнается клетками и связывается, а потом транспортируется в клетку. Так вот, оказывается, что если просто с моноклональным антителом свяжешь, не тут-то было, значит, так, как предсказать теории, не получилось. Посмотрите, как авторы используют эти принципы самосборки, узнавания и реализации функций поступили. Они химическим образом связали иммунотоксин химически с фрагментом антигена раковой клетки. Фрагмент антигена раковой клетки, собственно, которую и нам нужно погубить. Затем проинкубировали вот такой же конъюгат вот этого иммунотоксина с антигеном, проинкубировали в среде антитела. Антиген, антитело. Различаем эти понятия, да? Вот узнавание из иммунологии. И получается, что антитело, связавшись с фрагментом антигена, токсина, оно вроде как и ничего не делает вот с этой вот группой, которая узнается и транспортирует саму конструкцию токсина в клетку, оно получается экранированным. Оно оказывается экранированным. Проинкубируем вот такую конструкцию надмолекулярную уже с клеткой, с клеточной массой, где, значит, вот эта раковая клетка инкубируется. Посмотрите, что произойдет.
так устроен вот этот вот фрагмент антигена, что равновесие, взаимодействие, образование комплекса между антителом и антигеном такое, что термодинамически антителу выгоднее связаться с антигеном клетки. Вот это как предмет экспериментов уже ученых. Мы просто, конечно, знаем. При этом, посмотрите, экран снимается, узнающая группа, которая узнает любую клетку для того, чтобы убить ее, захватывается, связь по механизму эндоцитоза, токсин убивает вот такую раковую клетку. Посмотрим, как респектив ведет себя с клеткой без целевого антигена. Любая другая клетка. Посмотрите, нет антигена, который характерен для раковой клетки. И поэтому респектин не раскрывается. Экранированный активный фрагмент токсина не распознается клеткой. Взаимодействие не происходит, клетка остается живой, здоровой. Вот этот пример был реализован в конце 80-х, в начале 90-х годов, вот когда я сам вот заканчивал аспирантуру. И вот мне сейчас вот так вот в какой-то мере, ну знаете, снисходительно удивительно, когда я читаю о внедрении вот таких вот таких вот конструкций уже в практику, например, лечения. И я вижу других авторов, и я думаю, да-да-да, где-то это мы уже видели в стенах лаборатории. То есть, посмотрите, прошло 20, да, получается, лет. Конец, начало 90-х будем считать. Вот тот разрыв между наукой и внедрением в практику. Другое дело, что жалко, что иногда имена забываются. И те идеи, даже конструкции уже внедряются, а фактически пионеры вот таких вот конструкций и эффектов остаются забытыми. Но в этом смысле я тоже призываю себя и вас быть философами. Никогда не забуду передачу Канделаки, вот, по-моему, ее так зовут, ведет с умными детьми, да? Раньше, по крайней мере, были такие передачи. И она вот того мальчика спрашивает, очень умный мальчик такой, значит. Она его спрашивает, ну вот, а ты не хотел бы, чтобы твое имя вошло в историю? А он отвечает, вот как теорема Пифагора, там, например. А он, вы знаете, тоже произнес фразу, которую я не могу забыть, и тоже как-то так эмоционально вот мной воспринято и запомнено, не знаю, как правильно сказать. Он ответил ей, вы знаете, имена остаются, а личности забываются. Видите, когда... Но это такое отвлечение, которое тоже жизнь, и тоже по этой стороне такой гуманистической нельзя забывать. Ну вот, посмотрите, один единственный пример. Но если вы найдете в интернете, эта книжка есть, значит, много других книжек. Если вы наберете, очень хорошая лекция Арчакова, академика Арчакова, открывается. Я тоже на всякий случай вас принес там и все прочее. Вы посмотрите, все эти нанотрубки, вот в виде вот таких вот рисунков, все это здесь вот представлено. И вот даже вот просто можно смотреть на подпись рисунка, и вот если вы запомните вот эти мои слова, самосборка, узнавание катались, вы скажете, да, я поняла. То есть вот и в этом и будет тогда наша цель достигнута. Ну и действительно, наверное, не надо концентрироваться бионанотехнологии, нанобиотехнологии. Это тоже, наверное, различие останется в прошлом, потому что все начиналось, помните, с вообще с молекулярной бионики. И когда-то это, конечно, направление соединится вот о тех двух ветвях, о которых я вам в этой области говорил. Так, у меня очень мало времени. Я думаю, что наоборот, я очень быстро это вам расскажу, а я еще многое, что сегодня не рассказал. Эту часть работы я расскажу конспективно, потому что вы учителя. И вы просто увидите, как нужно привлечь, когда вот вы план семинарского занятия получили, наверное, при рассылке, мы говорили с вами определение, направление, а потом сферы. Помните, направление, там в основе биологический агент, тот или иной используется, а сферы – это куда она вторгается. И вот посмотрите, и она даже по международным таким вот договоренностям и в России, принятой в 2012 году коррекционной программой развития биотехнологии, принята цветная биотехнология. Вот она здесь очень хорошо дана.
Вот в этой книжке она дана, тут хорошая табличка, и вот этих цветных биотехнологий здесь больше. Тут есть и черная биотехнология, как биотерроризм, и сиреневая, как патентование биотехнологий и так далее. Но я выделил вам наиболее те, которые заняли в процентном отношении больше, занимают, значит, вот и в мире, и в России, и характерны для развития биотехнологий и в Республике Коми. Красная биотехнология или медицинская биотехнология, биофармацевтика, биомедицина, биодиагностика. Зеленая биотехнология, сельскохозяйственная и лесная. Белая биотехнология, промышленная биотехнология в целом, но здесь же в основном это вторжение генной инженерии в промышленные процессы. Акцент такой. Серая биотехнология, экологическая биотехнология, пищевая биотехнология, биоэнергетика. Желтая биотехнология пищевая, синяя биотехнология аквакультура и морская биотехнология, золотая биотехнология, это как раз та самая нанобиотехнология и биоинформатика, то есть расшифровка геномов. Скажите, пожалуйста, поскольку эта презентация, если вас заинтересует, то вы увидите все это. Может быть, я не буду раскрывать вот суть, правда же? Мы приводим знания в систему. И вот в этой презентации вы можете увидеть здесь, а также уже примеры в литературе, везде. Опять, что включает, здесь я очень точно попытался написать, в красном виде, например, 3П, это, значит, прогностическая, профилактическая и персональная медицина. Вот все сюда направлено, и на долгожительство. Мы должны 100 лет жить по прогнозам до 30-го года в развитых странах. Так, теперь смотрите, зеленая. Зеленый, хотя это более широкий круг сельскохозяйственный, весь пик и развития, и борьбы идет вокруг трансгенных растений сельскохозяйственных. Значит, белая биотехнология в основе, значит, это достижение генной инженерии в промышленных процессах. И посмотрите, это опять антибиотики, аминокислоты, витамины, но ошибку нашел у себя в слове гормоны. Значит, но здесь акцент не потому, что почему-то медицинские лекарства вытащили в белую. На самом деле все условно, как и направления пересекаются, и здесь тоже мы видим пересечение тех или иных цветов. Как известно, можно даже смешивать цвета и получить новые. Вот. Ну вот, значит, тут и какие-то оценки вот этого рынка и все прочее. Серая, значит, смыкается с белой, потому что возникают отходы, о которых мы успели перемолвиться тут в перерыве. Значит, направлены на утилизацию отходов. В Республике Коми это авария на Устинском месторождении нефти. Будем завтра говорить. Так, биоэнергетика, биотопливо. Но как раз не пелеты, а это биоэтанол, ферментативным гидролизом целлюлозы, глюкоза и дальше биоэтанол. Будет строиться завод в Троицко-Печерском районе. Так что понадобятся кадры. Там работы ведут переговоры со швейцарской фирмой сейчас. Так, и биодизель. Это из липидов, микроорганизмов, растений. Биодизель. Давайте таким образом сделаем, что история развития, я как-то так получил, что когда составлял свою программу семинара, которая у вас есть, фактически это тоже, зачем я вас буду нагружать вот этими историями, на самом деле очень важна система какая, что зародилась предыстория давным-давно пекли хлеб, там чисто микроорганизмы, дрожжи используются, значит, это биотехнологии, просто люди не понимали, не знали даже о существовании микроорганизмов. Это эмпирический путь, основанный на опыте. Этиологически связан с именем Пастера, значит, причины пытались понять, что, как и почему, значит, процессы брожения происходят, в частности, и вакцинирование происходит. Биотехнически это с открытием антибиотиков. Сделаю паузу таким образом, что, дорогие товарищи, пожалуйста, если вы не читали и не смотрели кино, прочитайте и посмотрите в интернете фильм. И детям своим скажите, да пусть прочитают они повесть Каверина, которая называется как «Открытая книга». «Открытая книга» – чудесный фильм, чудесная книга об открытии антибиотиков в годы войны. И артисты чудесно играют, и прекрасно написана книга «Открытие антибиотиков». И когда стали биореакторы появляться, и вот первые промышленные процессы стали возникать, а современный он как раз вот то, о чем мы говорили с вами, он связан с получением первой рекомбинантной ДНК, клеточная и генная инженерия. Вот тебе вся история. То есть важно разделить на периоды и сказать, что за ним кроется: эмпирический, этиологический, биотехнический и современный. Вот так мы с вами пробежали историю. Значит, вы знаете, хочу вам также сказать, что чем быстрее развивается наука,
тем больше скептиков, с одной стороны. Скептики не просто так появляются, на самом деле, конечно, это могут быть и собственные рассуждения людей, но таких людей меньше. На самом деле в обществе существует целая технология манипулирования общественным мнением. Значит, вот об этом как раз вот этот слайд, я его не буду зачитывать. Вот. Но, например, скажу, и вот когда мы говорили, что я читал когда лекции в университете много лет, то мы всегда, у меня были магистры-экологи и магистры-биологи. Магистры-биологи говорили, как они умеют создавать трансгенные помидоры и все такое прочее, а экологи говорили, да-да-да, вот только попробуй их съешь, и у тебя там рога вырастут, ну, условно. Вот. То есть, на самом деле, задача такого диспута была показать, с одной стороны, достижение и суть манипуляции вот эта вот научная, а экологам было поручено действительно найти в литературе научно обоснованные критические аргументы, которые говорят, что возможен перенос пыльцы трансгенных растений и утечка трансгенома к диким сородичам, например, и так далее. И для этого я приготовил такую таблицу, которая поможет, например, для создания диспута именно по трансгенным растениям, где я указал технологии, какие разработаны, значит, трансгеноустойчивость к насекомым, гербицидам, вот это мы умеем говорить, засолению почв, говорим выгоды и риски. Вот. Дальше давайте посмотрим. Биобезопасность и государственный контроль. На самом деле, одно дело хорошо, если ученые руководствуются моральными принципами. А вот я на предыдущей слайде показал, что вдруг воспользуются агрессивные секты и будут там клоны воинов, да еще с низким интеллектуальным уровнем плодить, и что будем потом, как будем мы сохранять цивилизацию разумную под действием таких вот возможных, вот это вот направление там биотерроризма и все такое прочее. Но на самом деле одного гуманизма ученых мало. Поэтому в мире принят ряд документов, регламентирующих деятельность в области биотехнологий, а именно в клеточной и в генной инженерии. Я на слайде представил международные документы, я представил также и биобезопасность и государственный контроль в Российской Федерации. Значит, очень советую вам учебник Натальи Владимировны Загоскиной. Вот видите, чем больше живешь, потом так грустно просто становиться уже очень старым. Но вот понимаете, со временем очень многих людей в мире, в России знаешь лично, и тебя знают. Это очень как-то помогает жить и работать. Наталья Владимировна сама сотрудник Института физиологии растений, написал чудесный учебник в соавторстве по биотехнологии. И вот у меня закладка сделана, как раз вот раздел биобезопасности и вот этих нормативных документов очень хорошо изложен. В интернете труднее. Поэтому я вам советую учебник биотехнологии, теория и практика. Ну вот, кстати, я совсем забыл привести пример. Борис Пекринов, самый один из таких вот примеров, уже чуть не 20 лет ему. И хотел сказать, что совсем недавно было, значит, событие величайшее такое вот событие, когда был собран синтетический искусственный геном одного из видов микоплазмы, там всего около 500 последовательностей. И вот этот геном был закинут в другой вид микоплазмы, без генетического материала. И вот эту микоплазму получила название микоплазма лабораториум. Это пример первого искусственно полученного живого организма, который жил. Не просто там был у него вот этот вот геном, а геном экспрессировался. То есть эта бактерия жила. То есть это почти что нужно вспомнить средневековых алхимиков, которые пытались создать гомункулусы. Вот забыл вам сказать в разделе нано-биотехнологии. Значит, таким образом, сегодняшнее... видите, я хоть и голову по Европе, но я все-таки то, что хотел сегодня сказать, я именно заканчиваю на вот этой ноте. Дорогие товарищи, моя цель, хоть я уже не повторяюсь, была нацелена на то, чтобы действительно не углубить ваши знания, не насытить фактологичным материалом, а привести в какой-то мере вот этот обширный материал в этой современной области и науки, и техники, ведь междисциплинарно, еще внутри наук междисциплинарно, привести к системе каким образом? Осторожнее относиться к определениям и терминам. Мы с вами, еще раз давайте скажем, установили рамки биотехнологии в виде определения в широком смысле слова пользуемся. Мы сказали о старой биотехнологии и современных направлениях биотехнологии. Вдохнули определение в инженерной энзимологии, клеточной генной инженерии и нанобиотехнологию. Мы сказали о том, что в основе такого деления идет
тот или иной биологический агент, который мы используем. Мы сказали, что биотехнологию можно классифицировать по тем сферам экономики стран, в которые она внедряется. И мы сказали, что внедряясь туда-то, она называется биотехнологией такого-то цвета. И мы сказали, бывает красная, синяя, зеленая, всякая разная биотехнология. Под цветом понимаем ту отрасль экономики, куда она вторглась: медицина, сельскохозяйство, экология и так далее. Мы сказали о том, что чем ярче и весомее достижения биотехнологии, тем настороженность в обществе растет. Это не просто скепсис людей осторожных, это в том числе нужно учитывать и влияние огромного многомиллиардного бизнеса, замешанного на биотехнологии. Есть фирма Monsanto, которая выпускает генно-инженерные растения. И есть международные концерны, которые выпускают гербициды. Скажите, пожалуйста, для таких крупных концернов всегда есть домашние средства массовой информации. Разве будет пропагандировать фирма, выпускающая гербициды, успехи трансгенных растений, которые устойчивы к гербицидам? Никогда. И поэтому прежде чем мы сделаем свое суждение, то вот, значит, очень важная мысль, которую я очень хочу, чтобы вы руководствуясь свидетелям своим передавали, действительно, нужно дать свободу выбора и своим ученикам, нужно свободно мыслить самим, и не в силу какой-то подчиненности, раз там сказали, значит, так оно и есть. Нет, свобода выбора нужна, но она должна быть основана на знаниях. Кроме знаний, значит, мы сегодня еще сказали, что действительно эти успехи граничат с тем, что могут быть некие перекосы, и для того, чтобы перекосы ученые страны, там силы не воспользовались, существует международное право в области регулирования генно-инженерной клеточной деятельности, которое принято и у нас в России. Давайте все-таки мы назовем этот закон. Это главный закон, которым мы руководствуемся. Это закон о государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности, который был принят в 1996 году с поправками в 2000-м. Основные направления. Для чего это сделано? Для улучшения жизни людей, охраны здоровья, охраны и восстановления окружающей среды, повышения сельского хозяйства. И вот где свобода выбора-то, она заложена в законе свободы выбора, она не оторвана. Важнейший принцип – сертификация или маркировка продукции с указанием полной информации о методах получения и свойствах данного продукта. Маркировка. Вот если ты уверен, что ты используешь генно-инженерную кукурузу, и она не навредит, и ты располагаешь всеми сертификатами санитарной и медицинской безопасности, будь любезен, укажи на маркировке. Но и знай, что из-за скепсиса в обществе ты таких, может, сверхприбылей не получишь, дорогой мой. Но если ты выпускаешь трансгенные, там, зернотами и так далее, и ты, будучи уверен, что безопасно, и ты ее не замаркировал, то тебя штрафуют таким образом и в мире, и в России, что в следующий раз ты на всякий случай замаркируешь себе даже на лбу себе что-нибудь. Вот на этой ноте я хотел бы закончить первую половину лекции. В следующий раз, я вас очень прошу, если даже и лекция показалась вам знакомой по материалу, следующая лекция будет, когда мы актуализируем полученные знания и начнем с того, были ли предпосылки создания биотехнологии в Республике Коми, чем вызвано принятие концепции биотехнологии в Республике Коми, в чем содержание дорожной карты Республики Коми. И побываем, значит, будет виртуальная экскурсия в лаборатории биохимии и биотехнологии, где мы некоторые процедуры с биологическими агентами биотехнологии увидим на экране. Спасибо большое. Спасибо. Можно сказать, прямо. Да. Но я не ожидал даже аплодисменты. Вот, может быть, я как-то быстро и несколько сумбурно говорил, я все-таки настоящий лектор. Но презентация вот она здесь, пожалуйста. Или вы можете как-то свой электронный... Она будет на сайте Клиро размещена? Я думаю, что она будет на сайте Клиро размещена. И я еще к завтрашнему дню, там будет слайд, где я напишу, на мой взгляд, ту литературу, ее очень много, но которой я вот так вот воспользовался и которую вам рекомендую. Все. Я очень рад был встретить своих знакомых. Если уже